И сейчас с нами на связи главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов. Григорий, здравствуйте. Добрый вечер. Когда вообще Кадыров в последнее время был на публике? Ну, вы уже сказали в своем репортаже, 15 число, но мы можем получить какие-то более поздние кадры. В этом смысле нельзя, к сожалению, доверять тем записям, которые мы видим, потому что все они могли быть сделаны и раньше, и могут быть бы какие-то новые записи. Все-таки у нас нет независимых СМИ, которые могут зафиксировать что-либо довольно точно в Чечне. Какая вообще ситуация в Чечне с вирусом? Как заполнены больницы, как ситуация контролируема, неконтролируема, в каких условиях врачи работают? Но я бы сказал, что есть два ключевых фактора по Чечне. Первый – это попытка властей представить ситуацию так, что в Москве, в Кремле должно было бы сложиться впечатление, что все в порядке, все контролируемое, проблем нет. О чем свидетельствует такой вывод? О том беспокойстве, которое вызвало выступление в Гудермесе, когда врачи потребовали, медперсонал потребовал средств защиты, и после первого адекватного действия, увольнения, скорее всего, был уволен главврач, мы увидели, как на этих работников, так сказать, наехали, и против них именно Кадыров в своем последнем выступлении, о котором вы сейчас говорили, высказывался. И это вызвало уже совершенно другую реакцию, потому что это как раз свидетельствует о том, что не готовы признать власти Чечни, что могут быть какие-то проблемы. Но есть другой фактор, тот тотальный контроль, который пытаются применять, и даже более жесткий контроль, чем адекватен, и более жесткий контроль, чем тот, который есть где-либо в России, я имею в виду силовые методы, силовики с палками, он, с одной стороны, более действенен, потому что он более понятен, и эта жестокость не оправдана, но она до какой-то степени эффективна. А с другой стороны, обратная, эта жестокость, неумеренная жестокость, она развенчивает авторитет власти. Сам, собственно, Кадыров несколько дней назад тоже выступал по поводу видео, снимавшегося и распространявшегося в Чечне. Очень стали популярны видеоролики, на которых заметно, как жители Чечни не слушаются полицейских, убегают от них. И эти видео, конечно, свидетельствуют о развенчании авторитета власти. Сегодня в Чечне местные жители могут уже не останавливаться в ответ на законные требования полицейских. А почему? Что изменилось? А вот ушел страх, и вот это выступление в Гудермесе медперсонала, врачей, оно говорит о том, что если мы сравниваем бояться в первую очередь Кадырова или бояться во вторую очередь коронавируса, то они меняются местами. И сегодня очень многие боятся гораздо больше умереть от коронавируса, чем силовиков Кадырова. Ведь страх, которым управляли кадыровцы, он был связан с тем, что этот страх внушали как средство борьбы с терроризмом. А как средство борьбы с терроризмом страх привязан к тому, что можно человека пытать, можно человека убить, и потом может оказаться, что этот человек, убитый или запытанный, был террористом. Но бороться с теми, кто заподозрен в нарушении карантина с помощью пыток и с помощью похищений, в Чечне пока не стали и, надеюсь, не станут. А это все свидетельствует о том, что такая тактика, как использование страха, она не работает в ситуации, когда у вас есть реальная болезнь, которая гораздо ближе к смерти, чем силовики, которые могут вас остановить, задержать, может быть, даже публично избить и унизить. Григорий, а официальные данные, они вообще какие в Чечне по заболевшим? Ну, они замечательные. В Чечне, слава богу, очень мало смертей, сравнивая с другими регионами. Но, конечно, доверять этим данным очень сложно. И мы понимаем, что, конечно, Чечня гораздо меньше, чем Дагестан, но те данные, которые сейчас обсуждаются по Дагестану, данные о внебольничных пневмониях, где более 650 смертей, они свидетельствуют о том, какая на самом деле статистика. Статистика по всему Северному Кавказу рисовалась десятилетиями. И невозможно себе представить,
что в случае с эпидемией или пандемией вдруг неожиданно статистика станет какой-то настоящей. Она десятилетиями рисуется и сейчас. А в Чечне вам Другое известны данные вот про эти вот пневмониям? Ну нет, конечно, эти данные, как мы их узнали в Дагестане, их распространил министр, да, поэтому выяснить что-либо, даже если мы отправим журналистский десант, это будут независимые журналисты, мы не сможем, потому что это подворовой обход, это исследование. Все это могут делать соответствующие органы. Для этого есть инфраструктура в Чечне, но производят ли они такую работу, я думаю, нет. Григорий, вот премьер-министр России официально, публично заявил, что заболел. Два министра, если я не ошибаюсь, также подтвердили этот диагноз. В традиции или Рамзана Кадырова признаться в этом, или будет утаивать, если вдруг заболел? Да, я думаю, что Рамзан Кадыров заложник вот своего образа, что он сильный, что он все может, что проблем нет. И поэтому даже если он заболел, дай бог ему здоровья, если он болеет, он об этом не говорит. Но я предлагаю вспомнить те многочисленные болезни Кадырова, о которых мы узнавали исподволь, случайно. Я хочу напомнить, что их происходило множество, и мы узнавали, что Кадыров то был под капельницей, но какое-то простудное у него заболевание, то мы видели, что он передал свою должность, и его обязанности исполняют другие люди. Это происходило многократно за короткий период времени, за 365 дней, не за календарный год, но за 365 дней мы насчитали на Кавказском узле, по-моему, 4 или, может быть, даже 5 случаев, когда он передавал свои полномочия другим людям. Поэтому какие-либо болезни для него не вновь, признаваться он в этом, конечно, не любит. Но И проблема связано это с утаивания... его образом, да, вот образ, который он Да, это поддерживает? связано с образом матча, это связано с одной стороны с тем, что он сам этот образ построил, и теперь ему надо соответствовать, а с другой стороны с проблемой утаивания данных, сведений, и, собственно, как он показывал борьбу с коронавирусом. Он ведь сам сидел у шашлыков, он ведь сам встречался с людьми, обнимался с ними, то есть он сам нарушал с собой установленный карантин. Поэтому если сейчас мы узнаем, что он действительно болен, то все сразу вспомнят те кадры, где он обнимал пожилых людей, которых вот тут точно не надо было обнимать. Что ж, спасибо вам большое за то, что вы смогли выйти к нам в эфир. Главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов. Спасибо вам. Взаимно.